أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Продолжаем чтение книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат аль-Эрбили, где описывается 1001 хадис, высказывания Мухаммада, саллиллаху алейхи салям, которые взяты из разных источников, из сахихов, из сунанов, и также из сахих Джами'у ас-Сагир ас-Суюти, и также из сахих сборников сахихов Мунави Канзуль Хакаик. Также есть и другие источники, как из Муснад Ахмад ибн Ханбаль и другие. Бабу ма джаа фи ссалати аль-маснуна. То есть глава, где рассказывается о сунна-намазах. Мухаммад саллаллаху говорит: «Ман салля фи яуми ва лейлати 12 рак'атан татауган бана Аллаху лаху бейтан фил джаннати». То есть тот человек, который прочитал 12 ракаатов сунна-намаз в дневных и ночных молитвах, то Аллах Субхану ва Тааля обещает построить этому человеку дом в раю. Что же это за сунна-намазы? Так важные, очень важные. Аллах Субхану ва Тааля здесь обещает важность, его значимость в том, что Аллах Субхану ва Тааля за прочтение, за исполнение этих намазов обещает построить дом в раю. Это, как мы знаем, 2 ракаата сунны утреннего намаза, 4 ракаата сунны иля зухр до фарза и 2 ракаата сунны зухр после фарза. После этого 2 ракаата после фарза ахшама магриба и 2 ракаата после фарза намаза ясту иша. И всего получается 12 ракаатов сунны намазов. Сунны намазов. Оставление этих равнозначно оставлению какого-нибудь ваджиб действия. Почему? Да потому что эти намазы, сунны, которые мы сейчас перечислили, они сунна муаккада, которые постоянно Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, исполнял и никогда не оставлял. И вменил нам. Если мы будем прочитывать эти 12 ракатов сунны до или после фарзов, каждого намаза, 5-кратного намаза, то Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, станет для нас шафиром, ходатаем перед Аллахом, если у нас будут какие-нибудь грехи, и если мы должны будем подвергнуться наказанию. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, нам приводит аят из Корана, который обращается, Аллах Субхану ва Тааля обращается непосредственно к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, и говорит: если скажи своей умме, если они действительно чувствуют какую-нибудь любовь по отношению ко мне, то пусть следуют за тобой. «Куль ин кунтум тухиббуна Аллах фаттабиуни». Полюблю я их, говорит Аллах. «Юхбибукум Аллаху, ва ягфир лакум зунубакум». И после этого прощу им все грехи. «Валлаху гафур рахим». И Аллах прощающий грехи. «Валякум фи расулиллахи усватун хасанатун». Вам очень хороший пример в вашем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Исходя из этого, мы и читаем вот эти сунны намаза, и не оставляем их, не оставляем на потом. Некоторые думают, что прочитывать в мечети можно только фарз намазы, а остальное нужно читать дома. Нафиль. В фикхе, в науке фикх, сунны намаза идет как бабун навафиль, как нафиль намазы, как добровольные намазы. Но здесь добровольность в самых первых строках вот этого главы в любой книге по фикху, возьмем Мухтасар аль-Кудури, Мухтасар аль-Викая или Хидая, там в самым первым обозначено рассказывается про сунны муаккада. После этого идет дополнительные намазы, которые ты можешь читать или не читать. То есть, если прочитаешь, будет аджр саваб, если не прочитаешь,
ничего такого страшного не будет. Но сунна муаккада, там подчеркнуто и обозначено. И про это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман тарака суннати, фахуа инда Аллахи миналь хасирин». И кто оставил вот эти сунны намазы, то он перед Аллахом предстанет несчастным. Хасирин. Он будет несчастным. Он будет горевать за то, что оставил мою сунну, говорит Мухаммад саллаллаху. Сунна муаккада, которую мы должны исполнять. Это для нас, это донесли сахабы, после этого табирины, после этого ученые, которые на сегодняшний день сохранили важность намаза. Потому что самое первое, то, что мы будем, за что будем спрошены в могиле и потом в судный день, после того, как спросят «Мар раббук ва ман набиюк», и кто твой Господь, кто твой пророк, и после этого какой религии ты придерживался, и сразу первый вопрос: читал ли ты намаз, как ты относился к намазам, потому что это очень важно для мусульманина, потому что это показатель, намаз это показатель того, что ты являешься действительно рабом Аллаха. Если ты говоришь словесно «Я раб Аллаха», но если ты не читаешь намаз, то ты будешь... это будет показателем того, что ты говоришь не совсем правду, показатель того, что ты лукавишь. Действительный раб Аллаха, он действительно исполняет поклонение, ибадат, показывает свое раболепие в намазе. После сунна муаккада Мухаммад саллаллаху перечисляет о сунна гайр муаккада, где говорится: «Ман салля кабля аль-асри арба'ан, харрамаху Аллаху аля-нар». И кто перед аср и кенде намазом прочтет 4 раката сунны, Аллах субхану ва тааля запретит касаться этого человека огню ада. То есть харрамахуннар. Аллах субхану ва тааля не введет его в огонь ада, убережет его от огня ада. Это сунна неутвержденная. Если человек прочитывает, мы только что услышали, какое вознаграждение. Аллах субхану ва тааля убережет от огня ада. Но если мы его не читаем по тем или иным соображениям, то есть нету времени, какие-то причины появляются, или уже привыкли сейчас читать только фарз и кенде, да, ничего страшного. Но Мухаммад саллаллаху алейхи читал и это. Но это он не определил как муаккад. Он это определил как сунна гайра муаккада. Так же, как и тасбихи после намазов. Некоторые после фарзов сразу же садятся делать тасбихи. Да, это сунна. Они говорят, что это сунна. Но 2 раката намаза после иля намаза, или после ахшама, или после ясту, они сунна муаккада. Где сунна и где сунна муаккада. Так же, как и 4 раката до асра и кенде намаза, и 4 раката до иля зухр намаза. Если сравнить их, аср, 4 сунны асра и кенде, гайра муаккада, неутвержденная сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи, 4 раката зухр и иля намаза, утвержденная сунна, близкая к ваджибу. Что важнее читать после фарза тасбих, сунна, простая сунна, или же прочитывать 2 раката сунна намаз, муаккад, который близкий к ваджибу, который стоит выше степенью. Мы сейчас объясняем это с точки зрения ханафитского мазхаба. Что касается шафиитского мазхаба, мы об этом не разговариваем, мы об этом умалчиваем, потому что если человек придерживается шафиитского мазхаба, у них свои правила, у них свой фикх шафиитского мазхаба. Мы же рассказываем по фикху ханафитского мазхаба. Также Мухаммад саллаллаху говорит: «Ман салля 6 ракаат ба'д аль-магриби кабля ан ятакаллам, гуфира лаху биха зунубу 50 сана». Если кто-то прочитал после фарза 6 ракаатов сунны намаза после ахшам магриба, после фарза, то Аллах субхану ва тааля, прежде чем начать разговаривать, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то Аллах тааля
простит ему грехи хамсина сана, 50-летние грехи, из грехи, которые с величиной, с 50 лет он совершает грехи, он простит ему. Здесь речь не идет о таких больших грехах, как убийство человека, прелюбодеяние, воровство, или грабеж, разбой, или спиртное, или же предавание, самое основное предавание какому-нибудь сотоварищу Аллаху Субхану Тааля, то есть ширк. Да, для этих нужно другие покаяния, другие виды тауба. Но речь идет о малых прегрешениях, о малых грехах или о средних грехах, если мы можем это как-то квалифицировать. После этого Мухаммад ﷺ, после сунна айр муаккада, обращаясь к нам, уже объясняет о тех, и в книгах по фикху тоже также объясняется о навафиль, о добровольных, которые человек волен читать или оставлять. Это афзалу салати ба'д аль-мактубати ас-салату фи джауфи аль-лейль, говорит Мухаммад ﷺ. Важный из всех намазов, важностью, степенью важности стоит после фарз мактубат намазов, это то, которое прочитывается ночью. Тахаджуд, здесь имеется в виду тахаджуд намаз, важный, самый важный намаз. То есть человек, если прочитывает тахаджуд намаз, встав ночью, оторвав свое тело от теплой постели, взяв тахарат и представ перед Аллахом в смирении и прочитает этот тахаджуд намаз, он удостоится очень больших вознаграждений. Но если человек не прочтет, то здесь опять-таки это мы должны знать, что это добровольная молитва, которая была ваджибом для Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Но нам нужно привыкнуть читать навафили, добровольные молитвы, потому что Аллах Субхану ва Тааля в Кудси хадисе говорит: рабы мои навафилями, то есть добровольными действиями, добровольными молитвами или другими видами покаяний приближаются ко мне, они потихоньку приближаются, я бегу к ним навстречу. Аллах Субхану ва Тааля говорит: они идут шагом ко мне, а я приближаюсь, я бегу к ним, то есть я быстро хочу, чтобы они получили вознаграждение. И если он постоянно продолжает совершать эти нафили, то я становлюсь его ногами, которыми он ходит, его руками, которые он берет, его глазами, которыми он видит, его ушами, которыми он слышит, и его языком, которым он говорит. То есть он начнет жить только ради меня и начнет понимать, у него возникнет понимание всей сущности жизни этого мира и будущего мира. То есть он достигнет степени хаккл якин, он действительно увидит истину. Ман хафаза аля шуф'ати духа غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Кто сохраняет добровольную молитву духа, то есть духа, намаз, это читается до или полуденного намаза, начиная от того времени, как Мухаммад ﷺ объясняет, что когда разогревается земля пустыни, и когда молоденькие верблюжата, у них начинает сжечь ноги горячий песок, вот с этого времени, то есть до заваля, до солнца в зените. После зенита уже не читается. Вот до этого времени, если человек прочтет духа намаз, то Аллах Субхану ва Тааля простит ему все грехи, даже если этих грехов у него настолько такое множество, как пена морская, говорит Мухаммад ﷺ, как забад аль-бахр. То есть даже ровно столько, сколько пены в море, прибрежной волне, мы видим, сколько там пены, несчетное количество. И Мухаммад ﷺ говорит, что Аллах Субхану ва Тааля обещает такое прощение грехов. И мы видим и другие навафили. Если мы решили быть поближе к Аллаху, то мы будем читать и другие добровольные, но нужно знать точно, нужно
запомнить. Хотя Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама ятадаккаруна улюл альбаб», запоминают и действуют по воле Аллаха и следуют пророку только те, которые уразумеют улюл альбаб. И мы все мусульмане, мы же улюл альбаб, мы же те люди разумеющие, и если среди нас те, которые начинают что-то отвергать и что-то говорить, что это не так, что приведите мне доказательства, да, я не верю этим ученым, мне нужно доказательства от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Не надо уподобляться тем, которые не принимали Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что примите Аллаха и примите меня как посланника, мекканские мушрики, кафиры, они говорили, что пусть твой Аллах не спошлет книгу целую, или ангела с тобой, или кучу золота, или какой-нибудь сад, из которого ты кушаешь. Не надо уподобляться таким вещам. И раз ученые приводят, раз они действительно ученые, которые общепризнанные, если они приводят эти доводы, то мы их принимаем, потому что мы любим пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и стараемся завоевать любовь и уважение и сострадание, милость и милосердие Аллаха. Мы молим Аллаха, Субханаху ва Тааля, о том, чтобы: «О Аллах, говорим, прости нам все наши грехи и сделай так, чтобы мы всегда следовали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, придерживаясь тех сунн, которые он совершал, тех действий, которые нам вменены как сунна муаккада, сунна гайра муаккада или навафиль, кроме фарзов». То есть сначала сделай так, чтобы мы исполняли фарзы и в то же время не оставляли вот эти перечисленные сунны и добровольные. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.